Ну и отлично. А смотрите, куда должна? Это вот так вот, да? Глаза же можно? Так, добрый день. У нас очередной консультационный час, посвященный вопросам, которые волнуют родителей, семей, мам, пап. И сегодняшний консультационный час провожу я, Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. Тема сегодняшнего консультационного часа – девушки-подростки, помочь в принятии себя, особенности этого возрастного периода, особенности, нюансы взаимодействия с взрослеющими дочками. И такая подтема «Подростковый возраст. Время бить зеркала». Немножечко расскажу вообще в принципе о том, что происходит в подростковом возрасте со всеми подростками, не только с девочками, но и с мальчишками. Вообще, в принципе, на протяжении всего периода взросления ребенка, конечно же, неоднократно происходит периоды перехода на новую ступень развития. И подростковый возраст – это вот важнейший период, в процессе которого происходит переход от ребенка к взрослому состоянию. Это время поиска идентичности, время бить зеркала, пытаться понять, какой я, каким я хочу и могу быть. Ну, что такое бить зеркала? До этого момента, до этого периода ребенок пытался быть похожим на родителей, слушаться их советов. Важно было заслужить одобрение родителей. В подростковом же возрасте появляется желание максимально дистанцироваться от родителей, попытаться найти новую точку, свою точку опоры, выработать личную стратегию поведения и познакомиться с самим собой вне влияния родителей. И все, что предлагается родителями на этом этапе, ставится под сомнение и оспаривается. При этом очень сложно одновременно оставаться одному. Это вызывает большую тревожность у взрослеющих наших детей. И поэтому в этом возрасте становится важным быть в группе, при этом не в родительской группе, и быть похожим на эту группу. И иногда даже быть незаметной, сливаться с ней, не выделяться. В то же время важно носить то, что носят друзья, говорить на этом же языке, слушать ту же музыку, смеяться над теми же шутками, ходить в одни и те же места, есть похожую еду и так далее. И кроме того, есть большое желание свой вот этот вот новый молодой мир максимально сделать закрытым от родителей. Что еще особенность подросткового возраста? Это возраст, время инициаций. Что это такое? В культурах, вы знаете, практически всех народов мира присутствует сложный обряд, который в зависимости от уровня развития общества бывает либо очень примитивным, либо очень сложным, но всегда несет одну и ту же задачу. Задачу перехода ребенка в мир взрослых. У древних славян это культ волка, у католиков это миропомазание и так далее. В современном мире вот этот вот обряд инициации в большей мере достаточно такой размытый, смазанный, и поэтому многие современные подростки, требуя все-таки отделения, перехода в мир взрослых как особого такого момента, который требует особых ритуалов, они ищут свои пути и, скажем так, создают свои новые обряды. Так как взрослый мир ушел от вот этих вот обрядовых инициаций, соответственно, подростки сочиняют их сами. Что было важного в этих обрядах? Подразумевалось вообще, скажем так, вот на подкорке, да,
подразумевалось то, что ребенок и взрослый – это совершенно разные люди. То есть вот в этот момент инициации происходит, что один человек, ребенок, умирает в этой личности, да, для того, чтобы родился новый человек, взрослый. Соответственно, и роль взрослых – это помочь вот в этом переживании возрождения, нового рождения себя в другом качестве, но в этом же теле. И, соответственно, вот эти вот обряды символично связаны с тем, что в ребенке как будто бы умирает его детская часть, и он переходит в мир взрослых, где уже нет места детским эмоциональным реакциям, где он должен быть стойким, где должны проснуться взрослое сознание и взрослый эмоционально-волевой мир. И, в принципе, вообще цель подросткового возраста – это пробуждение взрослого сознания, чтобы ребенок не был подвержен больше детским инстинктам, типа такого инстинкта, как «хочу все», «хочу здесь и сейчас» и так далее. То, что не свойственно взрослому мироощущению. То есть именно в подростковом возрасте, в том случае, если происходит адекватный, да, здоровый переход в новый возрастной период, появляется новая психическая надстройка, как саморегуляция. И вот раньше именно вот обрядовые моменты служили тому, чтобы эти саморегулирующие процессы культивировались, признавались окружением, обществом, общиной. И даже если ребенок их не считал чем-то значимым, важным, он начинал их считать таковыми. Ну так, если вспомнить, да, например, мальчишек забирал взрослый в общине или в племени, изымали их у женщин, женщины оплакивали этот момент, да, и мальчишки дальше учились под руководством взрослых охотиться, переживать какие-то трудности. Иногда были даже такие моменты не очень приятные, да, например, нужно было перетерпеть какую-то боль, даже физиологическую и так далее. И возвращался он после этой инициации совершенно другим человеком, и уже возвращался в мужское общество, а не в материнское или женское, да, сообщество. Девочек забирали из семьи, собирали тоже в группы под руководством опытной женщины, которая учила их ремеслам, наукам, ткачеству, плетению, вязанию, таинствам деторождения. И в результате девушка получала женскую идентичность, то есть становилась взрослой женщиной. Сегодня сохранились, к сожалению, ну, либо к счастью, либо закономерно это происходит, только рудименты инициации, которые, в принципе, утратили вот этот глубинный смысл, структуру, становиться именно взрослым, прощаться с детством и переходить в новое мироощущение. Примерами вот оставшихся обрядов могут служить там приемы скауты, в какие-то лагеря, походы, трудовое обучение у мальчиков, например, домоводство у девочек, да, выделение каких-то отдельных уроков в рамках общей школьной программы. Но в психологическом смысле инициация возникает именно тогда, когда ребенок все-таки начинает открывать в себе сознательные направления психики, а не какие-то не жить импульсивными какими-то моментами. Поэтому вот так как взрослое сообщество не предлагает вот эти моменты инициации, то есть рядом не оказывается направляющий взрослый, который бы правильно организовал этот ритуал. Поэтому подростки, которые склонны к самоорганизации или организации чего бы то ни было, плюс еще у них есть такой вид мышления, как подростковое могущество, они начинают сами организовывать эти ритуалы, и зачастую именно вот здесь растут, ну, в кавычках, скажем так, ноги трудного поведения детей. Да? То есть
Вот сейчас, к сожалению, таких вот инициирующих ритуалов практически не осталось. Из позитивных, может быть, можно назвать спортивные соревнования, тогда, когда вот ребенок переходит от одной ступени к другой, вот получение поясов и так далее. Да? Это вот очень хорошая такая штука, которая, когда ребенок не просто так получает пояса, а достигает, становится в чем-то лучше, сильнее, а значит взрослее. И если вот это еще обставляется определенными моментами, да, то ну, вот это один из таких моментов, помогающих взрослеть ребенку. Есть лагеря по типу Робинзонаты, где дети селятся на остров, в природных условиях сами там, готовят себе еду, стирают одежду, зарабатывают некие баллы, тоже, да, таким способом взрослеют. Родители отмечают, что после таких лагерей дети возвращаются немножко измененными, повзрослевшими и уже не хотят такой опеки над родителями, да. Родители отмечают, что немножечко как будто бы ребенок дистанцируется, но это как раз-таки проявление самостоятельности. Но в нашем мире, к сожалению, мы больше знакомы с теми инициациями, которые пугают родителей. Да? Это начал курить, например, как такой обряд взросления. Да, то есть то, что раз мы, взрослые, ничего иного не предлагаем, значит, дети придумывают это сами. Например, многие прибегают к телесным, да, изменениям. Например, делают тайно от родителей татуировки на шеях. Это тоже вообще такое, да, из древнего мира, как бы, да, такой обрядовый момент. Пирсингуют разные части тела. То есть, ну, теперь мы с вами понимаем, вот откуда, скажем так, идут вот эти вот, да, желания наших детей-подростков. И это в том числе может быть примыкание к субкультурам типа там эмо, да, может быть, вот в социальных сетях разные субкультуры сейчас предлагаются, да, уже не столько это уличные субкультуры, да, сколько именно субкультуры соцсетей. Отсюда же берется и какие-то тайные вечеринки, и формирование кумиров и так далее. Но сейчас, собственно, поговорим уже о нюансах именно девочки-подростки, да, что им свойственно. И, конечно же, первый момент, который становится одним из, с одной стороны, камнем преткновения, с другим основным моментом жизни девочек-подростков, это, конечно же, внешность. Наверное, это проблема номер один в списке каждой девочки-подростков. По крайней мере, вот на консультациях сегодня присутствуют девочки-подростки с непринятием своей внешности и девочки-подростки с депрессиями. Это вот основной контингент, скажем так, да, клиентов на сегодняшний день. Это то самое время, не будем сильно много уделять моменту гормональных перестроек, об этом все знают, да, когда тело постоянно меняется не только гормонально, да, то есть то, что мы не видим, но это и внешние изменения, к которым приходится привыкать, заново как-то жить. Раньше я была субтильным ребенком, да, сейчас оформляюсь, появляются какие-то выпуклости и так далее. Да, с этим нужно как-то жить, мириться, менять одежду. В довершении всего сегодня достаточно много с экранов, в эфирах передач, там, компьютерных каких-то интернет-вещаний говорится об идеальных телах, да, это оказывает достаточно сильное давление на девочек-подростков. И девушкам достаточно сложно привыкнуть к тому, что, во-первых, я меняюсь, а во-вторых, я, возможно, меняюсь не так, как показывают на экранах, совершенно не в ту сторону. И при этом мозг ребенка не до конца не успевает осознавать, не успевает перестроиться, как вот мы когда учимся вождению, не всегда понимаем габариты автомобиля. Да? То же самое происходит и с ребенком. То есть некая угловатость, не совсем получается управлять длинными ногами, все это смущает ребенка. Да? Очень важно, чтобы родители, во-первых, сами спокойно относились к изменениям внешнего вида ребенка, но и в том числе, чтобы помогали ребенку принимать эти моменты, говорить о том, что
это временно, ты формируешься в красивого лебедя и так далее. Очень важно помогать следить, чтобы молодая девушка не приспособилась к нездоровому питанию, так как в этот период те жировые прослойки, которые сформировались до 3 лет, они могут наполняться как раз-таки на фоне роста, увеличиваться, скажем так, в размерах, да, корректно скажем так. И поэтому нужно помогать ребенку следить за этим и убеждаться в том, что вашу девушку не окружают враждебно настроенные люди, которые будут каким-то образом снижать и так пошатнувшееся представление о себе. Важно как можно чаще подкреплять уверенность в миловидности, симпатичности своей дочери-подростка. Важно помогать ей быть уверенным в этом моменте. Еще такой нюанс всплывает в этом возрасте, тоже обращаются на консультации родители, да, с такими моментами, что современные девочки в совершенно таком нежном возрасте, да, даже 11, там, даже раньше бывает, 9-10 лет, хотят выглядеть очень сексуально, и родители обеспокоены, распущенность ли это, или это норма поведения. Важно понимать, что сегодня девочки живут совершенно в другом информационном потоке, с другими ценностями, с другими героями. Что они видят? В основном это фотографии звезд, да, кто набирает больше всего лайков. Ну, это достаточно такие специфические, да, сексуализированные фотографии. И так как в этом возрасте значимо одобрение сверстников, принятие их, восхищение, большое количество лайков, конечно же, они подражают тем звездам, тем фотографиям, которые чаще всего комментируют. Если бы они видели, что общество восхищается людьми, скажем, теми, кто занимается спортом, то и они бы занимались спортом, да. И говорим родителям о том, что за фотографиями такими девочек чаще всего зачастую и в принципе стремлением так одеваться стоит не столько сексуализированное поведение, сколько желание нравиться, быть принятой, быть популярной. Кроме того, девочкам очень хочется повзрослеть, выглядеть взрослой. Как раз-таки такие фото, да, разговоры о сексе – это как раз-таки прерогатива взрослых. Раз я это делаю, значит, я взрослая. Соответственно, если родители хотят снизить этот момент в поведении своих детей, то, конечно же, стоит разговаривать о том, что взросление – это не только, да, сексуализированное поведение, но и также помогает в этом аспекте все-таки нахождение ребенка в спорте. Когда у ребенка в жизни есть спорт, тогда сексуальная энергия, которая за счет гормонов в этом возрасте действительно она не только в девочках-подростках, но и в мальчишках она бурлит, зашкаливает, от этого никуда не деться, а именно в спорте она сублимируется в спортивную активность. И с таким ребенком гораздо легче договориться о каких-то моментах, они в большей степени понимают дисциплину, у них немножко другие ценности и цели. В принципе, для себя ответьте на такие вопросы. Да, верите ли вы в то, что ваша дочь тот человек, кого можно баловать? Является ли она той, кому можно просто подарить подарки? Является ли она тем человеком, о ком можно заботиться? За кого можно бороться? Является ли она той, в которую можно влюбиться? Какого партнера она, по-вашему, заслуживает? Почему важно отвечать на подобные вопросы? Потому что дети смотрят на себя глазами тех, кто их любит, или нет. То есть, например, сверхкритичные или отсутствующие, значимые взрослые. То есть, если вы на эти вопросы, как вы на эти вопросы отвечаете, соответственно, и такие нюансы вы транслируете своему ребенку-подростку, да, и зачастую на консультациях я вижу яркую, умную, интересную девушку с действительно яркой внешностью, которая ощущает себя совершенно неинтересной серой мышкой, даже может быть каким-то уродцем, и потому
даже не допускает мысли о том, что может позволить себе общаться с более умными, успешными, обаятельными юношами. То есть девочки, которые в детстве вот переживают такое эмоциональное отвержение, в большинстве случаев начинают отвергать и не принимать возможность более высокого качества общения для себя, да, с противоположным полом, да и в принципе в выборе друзей, и в том числе не принимают свое тело. Они стараются не смотреть на себя в зеркало, глядя в него, видят какой-то искаженный образ, и именно поэтому им так трудно слышать комплименты в свой адрес, тем более их принимать. Да? То есть их, скажем так, зеркала искажены, как вот в «Снежной королеве», да? Такое искаженное восприятие. Поэтому, конечно же, именно в этом периоде очень важно от мам, и в том числе в особенности для девочек от пап, слышать подтверждение того, что я, ну, во-первых, внешне привлекательна, но кроме того, я интересна в общении. И что очень важно, если мы будем просто говорить, да, мне с тобой интересно, и при этом отворачиваться и идти мыть очередную кастрюлю, ну, то есть по факту в действии ребенок видит, что родителю со мной неинтересно, самому близкому человеку, да, ну, как тогда будет интересно другим? Мгм. Подростковый возраст – это возраст в том числе знакомств. Ну вот, конечно, внезапное увеличение вот потока, скажем так, половых гормонов в организме в данный период времени вашего ребенка дает о себе знать. И появляются первые влюбленности, да, переживания. То есть девочки достаточно вспыльчивые, как вот спички в этом возрасте. И они, конечно же, испытывают нормальные здоровые переживания и любовь, да, вот в таком достаточно раннем возрасте. Тем не менее, давление со стороны вот сверстников, со стороны СМИ зачастую связывают именно вот подростковые романтические отношения и секс. То есть это у них перемешивается в неразделимые какие-то составляющие, да, одного целого, достаточно рано для такого возраста. Да? И это приводит к тому, что девушка-подросток начинает думать, что секс – это естественный процесс и следствие романтических отношений даже в раннем возрасте. И ну вот важно помогать своему подростку понять, вот скажем так, границы безопасности, меры предосторожности в этом вопросе, так как вы не сможете всегда и везде быть со своим ребенком и контролировать ее отношения. Многие проблемы, конечно же, возникают, потому что об этом вопросе не говорят в семьях, в школах. А чтобы понять все-таки тему отношений, важны разговоры между родителем и дочкой. И поэтому важно рассказывать своей подрастающей девочке, какие отношения естественные, когда и чем это опасно, в каких случаях, насколько важно быть уверенной в партнере, важно понимать, что никто не беседует с ней на эту тему, то есть эту информацию она черпает либо в интернете, либо с друзьями, и какая именно картинка в голове у нее складывается, вы как родители точно не знаете. И важно понимать для себя, что такие разговоры не воспринимаются ребенком как одобрение к началу сексуальной жизни. То есть ребенок воспринимает это как доверие, да, в таком важном аспекте, в котором, ну, желательно ребенка не оставлять в одиночестве. Но когда возникает ранняя половая связь у девочек, чаще всего, ну, скажем так, можно заподозрить, да, что, возможно, есть дефицит любви отца, и девочка это ищет в партнере, да, и идя за просто лаской, принятием, она готова вступить уже в сексуальные отношения и по факту ведь не получает любовь и принятие, да, а получает, ну, какие-то другие. И в хорошем случае, если это будет удовольствие, но может получить и что-то иное.
желание доказать партнеру любовь, либо стремление быть как все, либо бывает, конечно же, случайные связи при алкогольном опьянении. Поэтому, ну вот первые отношения, они достаточно опасны в плане разочарования, и тут, конечно же, важно маме объяснить дочке, что сексуальные отношения – это не признак взросления, это не значит, что она стала взрослой, крутой, и что это в первую очередь что все-таки это в первую очередь про отношения, про нежность, про любовь. Можно обсудить с дочкой свои собственные мамины опасения, сказать о том, что вы боитесь за нее. Есть повод рассказать девочке, что можно сделать для того, чтобы избежать, да, нежелательного сексуального контакта. Здесь, кстати, важно рассказать все-таки девочкам о том, что есть насилие сексуальное и что, в принципе, его можно испытать даже от хороших знакомых, потому что, как мы знаем, что и в мальчишках тоже в эти моменты бурлят гормоны. Поэтому нужно и важно научить свою подрастающую девочку простому правилу: нет, уйди, расскажи. То есть сказать нет тому, что делать не хочешь, уйти от общения с тем человеком, с которым не хочешь общаться, не пытаться объяснять, а просто уходить. Это очень важный момент. Да, и рассказать о случившемся другому человеку. То есть в том числе важно дочерям рассказать о том, что даже в случае нежелательной беременности она может рассчитывать на помощь родителя. Да, и в первую очередь вначале поддержать и решить этот вопрос, а дальше уже работать на вторичную профилактику. Это вот один из таких нюансов. Следующий момент, который важно коснуться, это момент самоуважения. То есть девочки-подростки, в принципе, имеют привычку сравнивать себя, свое тело, свою внешность с другими девушками в этом возрасте, находить недостатки. Это неосознанно создает такое давление в них. Они могут начать сомневаться во всем, что она делает, носит, говорит. Ну и, соответственно, это влияет отрицательно на самооценку. Терпеливо, конечно же, объяснять своему ребенку, что все отличаются друг от друга, что мы все уникальны, у всех нас есть выбор и набор положительных и отрицательных сторон, и мы выбираем, да, что мы показываем, что не показываем. Ну и, в принципе, очень важно, конечно же, поощрять ребенка заниматься любимым делом в этом возрасте, оттачивать свои навыки, чтобы действительно в чем-то преуспевать, чтобы была внутренняя опора. Потому что зачастую родители в какой-то степени не помогли ребенку чем-то увлечься. И действительно, даже в консультациях потом бывает очень сложно найти вот внутреннюю опору в ребенке, потому что, ну, по факту мало что умеют дети. Всегда, конечно же, можно найти, да, на что опереться. Но если ваш ребенок все-таки увлечен и чем-то занимается, это ему плюс. Да? Угу. И вот на всем этом моменте формируется низкая самооценка, конечно же, у ребенка. И можно сказать о том, что в 10-11 лет у подростка преобладают, скажем так, отрицательные оценки, и потребность в самооценке сталкивается с неумением оценить себя. Он может анализировать только отдельные свои поступки. Соответственно, в этом возрасте мы помогаем ребенку увидеть себя более цельно. В 12-13 лет общеположительное отношение к себе сочетается с некоторыми отрицательными оценками в некоторых отдельных ситуациях, чаще которые зависят от, скажем так, ситуации оценки окружающими, особенно сверстниками. Да? То есть в целом я неплохо отношусь к себе, но вот что-то я не нравлюсь окружающим. Да? И уже в этом возрасте ребенок пытается понять черты собственного характера, взаимоотношения с другими людьми, как-то вот начинает ориентироваться на эти моменты.
В 14-15 лет начинает возрастать снова критичность к себе. И формируется такое чувство взрослости, появляется потребность в уважении, доверии, признании, а, определенной самостоятельности, желание оградить свои сферы от вмешательства взрослых, формируются уже свои ценности, не всегда совпадающие с родительскими. И вот здесь родителям становится легче, ну, в том случае, если ребенок, скажем так, нормативно развивался, вот к 14-15 годам родители вздыхают с облегчением, если вот они вкладывались в детей. То есть подросток, у него появляется мотивация к овладению глубокими знаниями. Это как раз вот ближе к 10 классу, 9, 10, 11 класс. И пусть даже в какой-то ограниченной области, здесь дети становятся более самостоятельными и в каких-то моментах самообслуживания, и в учебе. То есть появляются свои цели и стремления. Что нарушает вообще психологическую безопасность подростка? Конечно же, это постоянная критика взрослых, да, которая, ну, естественно, планомерно программирует психику ребенка, сознание ребенка на неудачу. Это отстранение ребенка от круга знакомых и друзей дома. Зачастую как-то бессознательно родитель воспринимает своего ребенка как инакового, не такого, не похож на меня, не похож на папу, чем-то мне внутренне, да, не нравится, за что-то я стесняюсь в нем. И не беру с собой. Там, вот мы всей семьей идем в гости, да, ребенка именно этого не берем. Да, ну, там говорим, он взрослый уже или еще какие-то моменты. Вот это ребенок это чувствует, что по каким-то причинам его не берут в круг своих знакомых. Слишком жесткие правила или их отсутствие снижает самооценку ребенка. Насмешки над внешностью ребенка, даже если вам кажется, что это там, ваш юмор семейный, вроде бы ребенок понимает, тем не менее в этом возрасте лучше исключить вот эти вот насмешки над внешностью, какими-то физическими нюансами, слабостями, вербальные, невербальные послания негативной направленности, например, ну, ты какой-то там не похожий на нас, или ну, ты нам, в принципе, не нужен, да, уже все взрослый, там, все, то ли дело был бы маленьким. Кроме того, что еще снижает психологическую безопасность подростка? Это терпимость окружения к употреблению алкоголя и легких спиртных напитков. Ну, это вот, скажем так, угроза к тому, чтобы ребенок также у него возникли какие-то нюансы зависимого поведения. И отсутствие времени у родителя для общения с ребенком. То есть это такое родительское послание: у меня нет времени на тебя, ты не значим для меня, ты мне не нужен по факту. Да? У меня есть другие более важные вещи. Что защищает и укрепляет самооценку ребенка? Ну, это, конечно же, конструктивный стиль общения родителей с подростками, позволяющий ему чувствовать себя самостоятельным членом семьи. Это поддерживающий уверенность в себе, поддерживающие послания, вербальные, то есть когда я говорю это, да, и невербальные, когда я это делаю, да, когда у нас есть традиции семейные, направленные на ребенка, позитивные. Это и замена репрессий за плохое поведение на награды за хорошее. Это умение родителей повиниться, если они в чем-то были неправы. Важный такой момент. Серьезное отношение к чувствам, переживаниям подростка. Бывает, что мы вот общаемся с подростком шуточками. По факту это является зашучиванием, да, и обесценивание того, что происходит с подростком. Очень часто папы себя ведут подобным образом. Да. Особенно для девочек это сигнал тому, что для папы я, скажем так, не самый ценный объект. Ну и, конечно же, это умение сочувственно выслушать ребенка, отследить все изменения в психологическом состоянии и способность все-таки влиять на это состояние благотворным способом. Важно также все-таки удержать себя от негативных чувств к ребенку, даже мысленных.
да, то есть иначе они могут стать реально отрицательной воздействующей силой. Ну и способы повышения самооценки подростка – это хвалить за любые достижения, за любые успехи, даже если вам кажется, что они крошечные, подчеркивать достоинства в нем. Ну, здорово, что ты там научился сам выстраивать свою тренировку. Здорово, что ты сам тренируешься дома. Здорово, что ты сам готовишься к олимпиадам и так далее. Да? Подчеркивать его положительные черты характера, помогать подростку выглядеть современно, что достаточно важно. Да? Поручать какие-то ответственные дела. Ну и именно в плане, что как повысить самооценку девочек, подростков. Здесь, конечно же, регулярно говорить о своей любви к дочери, о ее нужности, о том, что вы ждали. Кстати, на консультациях очень часто, когда спрашиваешь девочку-подростка, расскажи, что ты знаешь о своем рождении. И, как правило, дети начинают рассказывать либо такие истории, что я был нежданным ребенком, да, я был не нужен, родители были не готовы, они поженились только из-за того, что там ожидали меня, да, это вот одни такие истории, другие истории, что ничего не рассказывают, да, то есть дети не знают, какие эмоции испытывали родители от того, что вот, собственно говоря, вот он появился в жизни родителей или она. Да? То есть рассказывайте детям истории их рождения. И, конечно же, желательно, чтобы это были, даже если для вас это был неожиданный ребенок, то тогда рассказать историю о том, как перестроились, как проснулся материнский инстинкт, да? Для того, чтобы все-таки момент вот рождения, появления на свет был для меня все-таки каким-то позитивным моментом. Да? И, кстати, вот эти вещи рассказывают именно депрессивные девочки. Важно находить во внешности, чему можно сделать комплименты. Очень много неуверенности, да. Сидит с красивейшими глазами девчонка и говорит о том, что у нее какие-то глаза не такие, да, потому что, там, допустим, значимый родитель говорит, что я все время таращу глаза. Да? Ну, то есть вот такие какие-то моменты, они все-таки в подростках застревают. Важно одевать девочку. Да? Очень много девочек-подростков на консультациях говорят о том, что донашивали вещи, да, и это давало очень большую им неуверенность. Донашивали вещи не то, что за братьями и сестрами, а чьи-то вещи, да, и не могли позволить себе право выбора вещи. То есть говорят о том, что пусть это будет одна-две вещи, да, красивые, но это те вещи, которые я выбрала сама, и они мне нравятся. Да? Позаботиться, конечно же, о том, чтобы была необходимая для ее возраста косметика, да, средства интимной гигиены, для того, чтобы она училась. То есть это проявление такой женственности, когда мама и передача вот, да, от одной женщины в поколении другой женщине, да, вот этих вот нюансов, хитростей, это момент вот такого соединения с мамой. Учить ее, конечно же, ухаживать за собой в домашних условиях. Возможно, если есть такой момент в семье, есть возможность, можно даже ходить вместе там, в салон красоты. То есть не нужно, конечно же, создавать культ внешности, да, но учить здоровому вот этому уходу за собой, уважению к телу, конечно же, важно, да, учитывая, что у нее сейчас не очень-то отношение к себе, к телу. Такой нюанс, учитывая, сколько сейчас девочек с анорексией, да, с булимией и так далее, вот с нарушениями пищевого поведения, то, конечно же, вот в процессе гормональной перестройки у девочек, естественно, появляется вот эта подростковая полнота, либо похудение, наоборот, чрезмерное, да, и здесь важно не заострять внимание на самой девочке, да, а гораздо важнее самой семье перейти на правильное питание, потому что, ну вот, как правило, полные девочки это все-таки это девочки из семей, где есть культ питания, да, где есть вот эти вот традиции, много обильно есть. И если вы хотите, чтобы у вас ребенок был со здоровым, скажем так, со здоровой структурой тела, важно именно изменение семейного питания, да, и именно
такая взрослая позиция – это когда мы семью перестраиваем на правильное питание и на физически активный образ жизни. И вот такая поддержка личным примером, улучшением качества жизни как раз-таки поможет избежать последствий чрезмерного веса, непривлекательности, проблем со здоровьем и так далее. И, конечно же, ни в коем случае нельзя негативно высказываться по поводу лишних килограммов, что приведет, наоборот, только к заострению психологических проблем. Ну вот следующий нюанс, с которым, конечно же, сталкиваются подростки в силу, опять же, физиологических, да, психофизиологических особенностей и того нюанса, что в подростковом периоде всплывает все то, что мы имели до этого, да, как мы рождались, как нас воспитывали, как мы росли, и девочки-подростки, они вообще, в принципе, могут среагировать и пострадать от любой случайности. То есть любая ситуация, которая не соответствует их внутренним стандартам, может привести вот к каким-то депрессивным проявлениям. Любая случайность, когда не соответствует стандартам, предъявляемым сверстниками, низкие оценки в школе, расставания, высокие родительские ожидания, прибавка в весе, вот совершенно какие-то, казалось бы, мелочи, да, могут вызвать достаточно такие глубокие эмоциональные переживания девочки-подростка. Мышление в этом возрасте, в переходном возрасте устроено таким образом, что они не могут видеть, что одно и то же событие амбивалентно, да, то есть имеет и плюс, и минус. То есть подросток мыслит однозначно, что это либо однозначно плохо, либо однозначно хорошо. Понятие «золотая середина» в этом возрасте, в подростковом возрасте практически отсутствует. И задача родителей мягко вот учить видеть оттенки серого между белым и черным. Очень важно помогать дочери справляться с категоричностью, да, уметь находить негативные стороны, позитивные стороны, не подкреплять эти вещи. Зачастую приводят подростка вот с таким вот мышлением, да, дихотомичным, то есть черное-белое, но и мама на консультации ведет себя абсолютно так же. Да? Ну и, соответственно, чего ждать от подростка. Кроме того, вот именно такое мышление, когда мы все-таки ищем оттенки серого, это признак взросления. Да? Важно, конечно же, наблюдать за ребенком. И если вы видите, что ваша девушка, дочка теряет интерес ко всему, что она делает, есть чрезмерное желание спать, либо лишение сна, наоборот, сокращение. Да? Если чувствуете, что она не справляется со своими состояниями, то, конечно же, важно обратиться к специалисту, да, чтобы посмотрели эмоциональную сферу ребенка. И важно, конечно же, в этот период стараться помогать, поддерживать открытое общение и движение, так как так как малоактивный образ жизни все-таки способствует формированию неуверенности в себе, да, и тянет за собой множество других проблем. То есть жизнь за закрытой дверью нужно разбавлять, помогать разбавлять ребенку, подростку. Конечно же, важно подкреплять хобби, какое бы ни было, как бы вам оно ни нравилось. Если оно безопасно для ребенка и просто противоречит вашим каким-то взглядам, то лучше выбрать все-таки занять, чтобы ребенок был занят, чтобы у него были какие-то интересы. Ну и кроме того, смотреть, нет ли перегрузки, конечно же, у девочек-подростков. Да? Зачастую при вот таких вот затяжных каких-то моментах, кроме того, что обратиться, там, допустим, к психологу, психотерапевту, есть смысл обратиться еще и к эндокринологу, да, потому что на фоне всех вот этих перестроек могут в том числе сниженные эмоциональные состояния быть на фоне каких-то эндокринологических моментов.
Важно, чтобы в мир женственности, конечно же, вводила девочку мама, но не менее важна в этот период и поддержка отца, которая должна быть не критикующей, не отстранение, потому что зачастую отцы пугаются взрослеющих дочерей, как с ними общаться, не совсем понимают. Тут уже мама должна быть помудрее, да, помочь организовать вот совместное предпровождение папы и дочери. Вот эти вот терпение, понимание со стороны отца очень важны для дочери-подростка. Конечно же, важно иметь бесконечное терпение для того, чтобы не решать проблемы криком и скандалом, а именно вот в подростковом возрасте это очень хочется именно так решить вопросы. Да? Старайтесь быть в курсе всего, чем дышит ваша дочь, и вне зависимости от того, насколько загружен ваш рабочий день, важно не столько спрашивать про обучение, сколько быть вот на совместных прогулках, да, на каких-то поездках. Если говорить вот о принятии себя, можно вместе прочитать совместно книжку Маравы Ибрагим «Твое личное тело». Если, допустим, маме сложно находить какие-то есть языковые там, да, психологические барьеры, как донести какие-то вот нюансы до своей дочки, вот эта книга в помощь. Там расскажется про физиологические моменты, про принятие вот конкретно своего тела и те изменения, которые с ним происходят. Хорошая книжка написана простым языком. Что еще происходит в подростковом возрасте, что важно знать родителю? Конечно же, это возраст, когда начинают формироваться вот действительно дружеские отношения, хотя они остаются сложными, в шатком состоянии могут находиться. Здесь, конечно же, вот такие качели, когда дружим, ссоримся, могут приводить к агрессии также, да, и к перепадам настроения у вашей дочери. Поэтому тут, конечно же, мудрость родителя, прежде всего мамы, да, помочь понять ребенку-подростку о том, что можно ссориться с друзьями, но ссоры не делают друга плохим, о важности примирения, да, то есть также вот случаи с консультацией, это вот зачастую одной из причин тяжелых эмоциональных состояний является как раз-таки потеря друзей. То есть когда друг или подруга перестают общаться, закрывается дверь, не всегда есть обратная связь, почему это произошло, и девочке очень сложно переживают вот эти вот моменты. Важно, конечно же, быть рядом с ребенком и забрать часть вины ребенка, да, за произошедшее, потому что винят чаще всего себя и не могут найти объяснение, то есть почему это произошло. Вот. Важно научить ребенка понимать, что лучшая подруга не всегда обязана соглашаться, да, что нормально иметь проблемы, разногласия, научиться вот извиняться, да, и все-таки важно быть внимательными к тем друзьям, какие окружают вашего ребенка. Этот момент уже в подростковом возрасте родители упускают, и по факту ребенок остается иногда с непонятными окружающими. Следующий момент, который испытывают сложные девочки-подростки, это давление со стороны сверстников, которое определенным образом заставляет вести себя и в то же время дает чувство принадлежности к своей группировке, скажем так, да. И они чувствуют себя едиными с ними, но могут приобретать такие привычки, которые на самом деле не очень-то нравятся взрослым. Напоминайте своему ребенку о том, что она имеет право выбора и может предпочесть определенную группу подростков. Она может сделать выбор в каком-то предпочтении, и при этом группа может это не одобрить, и что она, в принципе, имеет право что-то выбрать,
то, что не нравится группе, что она может выбрать свой путь, что есть взгляды, которые она может высказывать, да, и при этом важно объяснить, что наоборот, таким образом как раз-таки и приходит уважение группы. То есть когда группа видит, что у человека есть что-то свое. Важно, конечно же, научить ребенка распознавать методы индивидуального и группового давления, да, разъяснить их цель. Здесь как профилактику наркозависимого поведения важно научить ребенка, вот прямо важно учить ребенка с детства не есть незнакомое. Да, то есть это начинается вот с пищевых, скажем так, привычек. Никогда не ешь что-то незнакомое. Да. Важно убедить ребенка, что он имеет право на собственное решение и не обязан принимать чужие решения. И не откладывать разговоры с ребенком, если он пытается что-то сообщить важное о том, что происходило в группе. Что еще испытывают девочки в этом возрасте? Но это также еще и давление, скажем так, школы. Это время, когда, в принципе, ребенок-подросток должен доказывать постоянно храбрость, набирая вот высокие баллы, преуспевая на экзаменах, в других областях образования. Это тоже очень сильное давление на растущий организм. И здесь, конечно же, позиция родителей такая, скажем так, балансирующая, гармоничная, когда родитель понимает, что учиться и получать хорошие оценки, да, это хорошо, но при этом никого низкие оценки не делают менее талантливым, и что, в принципе, если ты не очень успешен в сфере, скажем так, ментальной, да, то есть другие сферы, в которых ты можешь быть успешным. То есть мы не ставим на тебе крест, да, из-за того, что, допустим, ты плохо в математике, плохо в математике, зато силен в чем-то другом. Важно, конечно же, поощрять, заниматься тем, что у ребенка найти, что у него хорошо получается. Вот зачастую приходят дети, в которые действительно ничего не умеют. Да? Действительно очень трудно найти, приходится искать и находить вот эти вот маленькие талантики в ребенке. Ну и, конечно же, подрастающая девочка требует определенной автономности, ждет доверия от родителей, что ей можно действовать самостоятельно. И если мы верим ее решениям, значит, эта вера в способность принять решение дальше трансформируется уже вот в абсолютную самостоятельность во взрослом возрасте. Ну и здесь, конечно же, важно вот выдержать баланс, что если мы даем тебе ответственность, соответственно, у тебя появляются и последствия. Да? Если ты принимаешь решение, делаешь выбор, то и, соответственно, у тебя есть определенная ответственность. И если вот это мы поможем ребенку выстроить, то в дальнейшем он вполне самостоятельно будет шагать по жизни. Да? Также очень часто видим на консультациях детей, которые совершенно не верят в свои решения, да, и, соответственно, не могут принять решение. Опять же, это идет от веры родителя в своего ребенка, да, либо от стиля взаимодействия с ребенком. Немножечко такие моменты про своих девочек, да, конечно же, много нюансов именно в подростковом возрасте, именно во взаимоотношениях с телом. Ориентиры я небольшие вам подсказала, литературу тоже немножечко подсказала, если захотите, сможете углубиться в эти моменты. В целом, спасибо большое за внимание, хороших вам отношений с вашими любимыми дочерями, и до встречи на следующем консультационном часе. Пожалуйста.